Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Грозный посетил министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Все ваши усилия в конечном счете преследуют одну цель – спасение человеческих жизней. Вместе с главой субъекта Рамзаном Кадыровым они вручили государственные и ведомственные награды. Горный городок. В доме есть все необходимое для того, чтобы жильцы могли заселиться сегодня же. Это свет, газ, вода. В селении Айтимок Нажаюртовского района возвели 3 многоквартирных здания для семей, которые проживали в зонах повышенной оползневой опасности. Медиазвезды. Большая задача ответить достаточно широкой аудитории, для чего отправляться в Чеченскую республику. Республику посетили журналисты из различных СМИ страны для развития медицинского туризма. Какие объекты посмотрели гости, расскажем в этом выпуске. Грозный посетил министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Вместе с главой субъекта Рамзаном Кадыровым они вручили государственные и ведомственные награды региональным сотрудникам. Обо всем по порядку в следующем сюжете. Министра России по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова в международном аэропорту Грозного встречает Рамзан Кадыров вместе с соратниками. Чиновники отправились в Главное управление МЧС России по Чеченской Республике. Личный состав построен на плацу. Товарищ министр Российской Федерации, личный состав Главного управления построен. Первый заместитель начальника Главного управления полковник Залаев. Здравствуйте, товарищи! Вольно! Чиновники возложили цветы к мемориалу памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и сотрудникам региональной спасательной службы, погибшим при исполнении служебного долга. Руководитель федерального ведомства в своем выступлении отметил каждодневную героическую службу сотрудников МЧС, которые не проходят мимо чужой беды, спасают жизни другим, жертвуя собой, и поздравил всех людей, связанных с этой отважной работой. Ежедневно вами проводится огромная работа, направленная на повышение профессионализма и обеспечение безопасности наших граждан. Я говорю о каждодневной учебе и напряженных тренировках, тщательной подготовки техники и оборудования. Все ваши усилия в конечном счете преследуют одну цель – спасение человеческих жизней. Благодаря этому наши граждане уверены, что помощь в беде всегда придет вовремя. С уверенностью могу сказать, что вместе мы сможем реализовать намеченные планы и выполнить все задачи, стоящие перед МЧС России. Благодарю за службу. Тут же состоялось вручение государственных и ведомственных наград указом Владимира Путина за высокие личные показатели в служебной деятельности, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени наградили полковника внутренней службы Абдулу Эльмурзаева. Товарищ министр Российской Федерации полковник Эльмурзаев для награждения прибыл. За заслуги в обеспечении безопасности и реализации единой государственной политики в области защиты населения ведомственными медалями и почетной грамотой наградили 6 человек, среди которых и руководитель регионального ведомства Алихан Цакаев. Медалью МЧС России награждены генерал-майор внутренней службы Цакаев Алихан Гарманович. Генерал-майор Цакаев для вручения награды прибыл. Поздравляю вас. Завершая мероприятие, чиновники возложили цветы к стеле памяти героически погибшего в 2021 году бывшего руководителя ведомства Евгения Зиничева.
Сохраняется положительная динамика по основным вопросам оперативной деятельности МЧС. Органами управления проведен комплекс превентивных мероприятий, которые позволили предотвратить чрезвычайные ситуации техногенного характера и природные пожары с начала 2023 и в прошлом году. С начала 2023 года сотрудники подразделения управления МЧС по региону отреагировали 190 раз на сообщения о происшествиях различного характера. 12 раз проводились поисково-спасательные работы, а всего спасены 43 человека. Заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Салман Тазбаев признается, служба никогда не была легкой. Она требует высокого профессионализма, повседневной самоотверженности, мужества, готовности первым прийти на помощь пострадавшим. Это встреча лицом к лицу с опасностью. Работать в системе МЧС очень почетно и приятно, так как в любое время года и времени суток ты приходишь на помощь людям, тем, кто нуждается в помощи. И почетно и еще раз приятно получать награду от рук министра Российской Федерации. После Рамзан Кадыров обсудил с Александром Куренковым вопросы взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Чиновники также обменялись подарками. Вот она такая. Вот. Ладно, это уже так параллельно. Спасибо большое. Ну так, может, пригодится, как говорится. Вот так я держал. Спасибо большое. Спасибо. 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 На этом рабочая поездка в регион Александра Куренкова завершилась. Почетного гостя Рамзан Кадыров проводил в аэропорт. Здесь же начальник главного управления МЧС России по субъекту Алихан Цакаев преподнес в качестве подарка руководителю республики благословенный Коран. Помощник. Защита населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – одна из важнейших задач, поставленная перед ведомством. Его сотрудники делают все от них зависящее, чтобы их успешно решать. Рамзан Абуев, Аслан Ахматов, Садим Мусаев, Сайдселим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести», Чеченская Республика. По поручению главы республики Рамзана Кадырова в горном селении Айтимох Нижегородского района возвели 3 многоквартирных здания. В них переселят жители близлежащих населенных пунктов, чьи дома оказались в зоне повышенной оползневой опасности. Всего 43 новые квартиры. Подробнее расскажет Луиза Яхьяева. В горном селении Айтимох произошло радостное событие. Сразу 21 семья скоро отметит новоселье. В торжественной обстановке глава администрации Нижегородского района и другие официальные лица передали жильцам документы от их новых квартир. Всего в 3 домах 44 квартиры. 34 распределили между 21 семьей. Оставшиеся 10 отдадут детям-сиротам. Здания возвели в рамках подпрограммы переселения граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики. По поручению главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахмата Кадырова, через поручение есть комплекс. Тагана уэличи, таган тагша валлц. Беш букшен чуа хусман ягяч. Они стали ждать айдбод. Адам дакве сандуч дас. На остал дешту гурк дешту дел резгалцана дал сага юцер. В дальнейшем планируется строительство еще 7 подобных домов. Кроме них, скоро здесь появится новая дорога и мост. А уже сейчас в шаговой доступности возведен детский сад на 80 мест. В доме есть все необходимое для того, чтобы жильцы могли заселиться сегодня же. Это свет, газ, вода и теплые батареи. Джумаева Анжела переезжает вместе с детьми и внуками. До этого семья из 14 человек вынуждена была ютиться в доме, который пострадал из-за природных катаклизмов. Кроме оползней, под зданием просела почва. Жить там было просто опасно. Женщина уже успела познакомиться с новыми соседями. Я думаю, что все хорошо будет. Люди все доброжелательны, сегодня с кем мы познакомились здесь. Думаю, что подружимся, жить будем дружно, хорошо. В прежнем месте, где вы жили, там инфраструктура, социальные объекты, школы, сады, больницы? Далеко. Находились далеко, но
так пешочком. В школу дети ходили. И на работу мы так пешочком ходили. В эти величественные пейзажи скоро впишется уютный городок, в котором помимо свежего горного воздуха будет развита инфраструктура и необходимые социальные объекты. Луиза Ахяева, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика. 10 представителей СМИ, участников проекта «Медиазвезды» из Екатеринбурга и Москвы посетили субъекты в рамках пресс-тура, направленного на популяризацию медицинского туризма. Первой точкой посещения стал Аргунский инновационный центр физической и реабилитационной медицины. Гости ознакомились с возможностями объекта, далее они отправились в этноподворье, расположенное в селении Герменчук, после центра имени Кунта Хаджи. Проект «Медиазвезды» в регионе проводится уже во второй раз. Его суть в том, что журналисты посещают различные объекты городов и регионов, которые, по их мнению, достойны всеобщего внимания и будут пользоваться спросом среди людей, а после делятся впечатлениями от увиденного на своих информационных площадках. Создательница этого необычного движения Амалия Акопова. Идея пришла потому, что мне кажется, что мы слишком мало знаем нашу собственную страну, к сожалению. Слишком мало путешествуем внутри страны в силу тех или иных обстоятельств и, в общем-то, сами не понимаем, какой регион что может нам дать. То есть самая большая задача — ответить достаточно широкой аудитории, для чего отправляться в Чеченскую Республику, для чего посещать третью или гастрономическую столицу России, например, Казань, что интересного может дать Тула, что необычного можно увидеть в Калуге и так далее и тому подобное. Потому что каждый регион, каждый наш субъект славится чем-то своим, и с точки зрения приключенческого туризма, экскурсионного туризма, аутентичного, так называемого туризма, внутреннего туризма очень хорошие перспективы. Наша задача только рассказывать, популяризировать и при этом, конечно, параллельно вести работы в инфраструктуре и по ряду других вопросов. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.